26 ноября 1994 года на сессии Верховного Совета Республики Абхазия была принята Конституция страны. Основной закон государства разрабатывался и принимался в тяжелых условиях. Год, как закончилась грузино-абхазская война, и новой демократической стране нужен был документ, закладывающий основы государственного строительства. Ежегодно 26 ноября в Абхазии празднуют День Конституции. К 28-й годовщине со дня принятия важнейшего документа в Абхазском госуниверситете состоялась 9-я международная научно-практическая конференция под названием «Конституция Абхазии и современные проблемы развития государства». Событие организовано юридическим факультетом АГУ. Наша Конституция провозгласила Республику Абхазия суверенным, независимым правовым государством, где носителем власти является народ, а народ поручает вновь образовавшимся ветвям власти, законодательной, исполнительной, судебной, в общем-то, думать о чаяниях своего народа. Впервые в нашем законодательстве появилось такое понятие, как глава государства и глава исполнительной власти, это президент Республики Абхазия. Верховный Совет был реорганизован в парламент Республики Абхазия. Появилось понятие вместо Совета министров кабинет министров. Независимая ветвласти судебная. Все это достижение нашей Конституции. Но хотелось бы сказать, что проходят года, и перед нами становятся новые задачи, которые необходимо решать. Но основной закон, он должен оставаться незыблемым. Да, конечно, в него со временем, наверное, приходится вносить некие изменения, но эти изменения должны быть точечными. После торжественного открытия конференции приступили к докладам. Первой выступила заведующая кафедрой государства и права Белла Дзидзария. Доклад кандидата юридических наук был посвящен конституционным основам уголовно-правовой охраны прав женщин. В отдельных государствах, например, по УК Республики Абхазия есть ряд статей, которые направлены на защиту прав женщин. И хочу сказать о том, что несмотря на то, что нормы содержатся в Уголовном кодексе, официальной статистики именно направленной, защищающей права женщин в плане от бытового насилия и так далее, то есть такой официальной статистики не существует. И это все предопределило обращение нас к деятельности правозащитных организаций, их социологическим опросам и исследованиям, которые проведены в этом направлении. Вот, например, служба социальной поддержки детей и семей Абхазии зафиксировала 400 случаев, 275 выявили сами сотрудники, а из них 120 от местных жителей поступало. Допустим, за последние 3,5 года Ассоциация женщин Абхазии статистику такую нам предоставила, к ним обращалось не более 500 человек, то есть было подано 500 заявлений. Но вот вопрос, насколько эти цифры соответствуют действительности. Сей факт остается, по всей видимости, во-первых, обоснованием того, что существует закон еще в 2008 году, который был принят о обеспечении равных прав и возможностей для мужчин и женщин, либо, скорее всего, отсутствием интереса и возможности должным образом обеспечить права женщины, которые подвергаются насилию. Далее в формате онлайн свой доклад представил доктор юридических наук Иван Остапович. Его доклад был посвящен конституционному развитию Абхазии. На первый взгляд складывается впечатление, что Абхазия пошла по пути романо-германской системы права. Особое место в системе, со своими особенностями. И здесь хотелось бы обратить внимание, что в абхазской системе права занимает особое место правовой обычай. Жизнедеятельность абхазского народа имеет место в силу неудовлетворенности официальным законодательством в прошлом. Но я полагаю, что все-таки правовые обычаи и на сегодняшний день имеют место быть и находят отражение в законодательстве, либо в позитивном установлении общественных правоотношений. Жизнестойкость института посредничества проявляется в деятельности так называемых примирительных комиссий и советов старейшин, которые на протяжении веков выполняют функцию буфера между народом и законом. По сей день значительна роль морально-этического кодекса Апсуара в обычном праве абхазов, но правовой обычай применим в регулировании общественных отношений лишь в случаях, специально предусмотренных законодательством Республики Абхазия.
Также в ходе международной научно-практической конференции выступили преподаватели и студенты юридического факультета АГУ. Анастасия Никонова, Саида Гухава, Абаза ТВ.